30-летний заместитель генерального директора электросвязи Тумса Абдурахманов в списке разыскиваемых по линии Интерпола. Чеченские власти обвиняют его в связях с террористической группировкой «Исламское государство» и заявляют, что он уехал воевать в Сирию. Сам Абдурахманов утверждает, что ему пришлось бежать из Чечни после конфликта с руководителем администрации главы Чечни Исламом Кадыровым, и он скрывается в Грузии. В рубрике «Гость недели» моя коллега Амина Умарова поговорила с Тумсо Абдурахмановым о причинах конфликта. Тумсо, вы во время войны находились недалеко от Грозного, в Ингушетии. Вот вы вернулись домой, жили, работали. Почему вдруг вам пришлось уехать из Грозного? 4 ноября 2015 года был какой-то праздник, российский выходной день. Я передвигался на своем служебном автомобиле, ехал на работу. В выходные дни руководители должны у нас посещать рабочее место. Пересекал проспект Путина. И вот в этот момент оказалось, что я пересек этот проспект прямо перед движущимся кортежем руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Кадыровым Исламом. Но об этом я узнал позже, когда я доехал до следующего светофора. Рядом со мной поравнялся с левой стороны Мерседес марки МЛ с номером 095 ВЕС, 95 регион. И он отпустил стекло и посигналил мне, дал мне рукой жест, чтобы я тоже опустил стекло. Я остановился, в общем, их было всего 4 машины. Они все были с оружием, выскочили из машины, вывели меня, забрали у меня сумку и телефон, подвели меня к этому Мерседесу. Ислам Кадыров из машины не выходил. Вы сразу узнали, что это Ислам Кадыров, или вы еще не в курсе были? Конечно, я сразу узнал лицо известной республики. Мой телефон передали ему, смотрел фотографии, видеоролики, задавал вопросы. Мне были сразу заданы вопросы по поводу бороды, почему я ношу бороду. Я объяснил, что я ее уже давно ношу, и это часть меня. Он меня спросил, знаю ли я о том, что носить бороду в республике запрещено. Так там все с бородами и Кадыров? Да, но на самом деле это сейчас они все с бородами. На тот момент они не были с бородами, носили эти характерные такие щетины. В любом случае, официально, что бороды носить нельзя, такого никогда не было. А вот сейчас, вы правильно заметили, все руководство почти отпустило бороды. То есть, как Кадыров отпустил, то все отпустили бороды. Какая борода правильная? Я немножко не понимаю этого. Я знаю, что многие люди страдают из-за этого, что их останавливают вооруженные люди и обвиняют в неправильной одежде, в неправильном ношении бороды. А где-то ведется разъяснительная беседа, допустим. Борода должна быть такая, вот такой-то густоты, вот такой-то длины по миллиметрам. На самом деле не существует такого ни органа, ни стандарта. Непонятно. Я задавал этот вопрос представителям этого духовенства. Они не смогли мне на него ответить. Они просто утверждали, что моя борода неправильная. Вот и все. Ну и, естественно, присутствует еще религиозный момент. Но там самый главный, что если ты носишь бороду, но являешься последователем суфизма, то у тебя нет никаких проблем. Но если ты носишь бороду и не являешься последователем суфизма, а являешься последователем суннизма, то у тебя будут проблемы, даже если ты эту бороду не носишь. Приверженность к определенному религиозному направлению показывает лояльность к этой власти? Да, безусловно. В их понимании это именно так и есть. То есть религиозный взгляд, отличный от суфизма, воспринимается как экстремизм. Когда мы сидели с представителями духовенства, Ислам Кадыров, 2 представителя духовенства республики, это Хитанаев Магомед и Шахидов Адам. И я им задал вопрос, какая должна быть борода, что мне с ней сделать, чтобы она под фейс-контроль чеченский проходила. Они мне на это сказали, что моя напоминает ичкерийские времена, что такая борода характерна была для ваххабистов, а они у нас развязали войну, и людям неприятно видеть мою бороду. Это было потом. А тогда у машины, давайте продолжим с того места, где Ислам Кадыров смотрел ваш телефон, и что-то ему там не понравилось. Значит, он задал мне вопрос про бороду, затем они мне задали вопросы, какого вирда я исповедую ислам, кто мой устаз и так далее. Я не смог ответить на эти вопросы, и это меня раздражало. Он продолжал лазить в моем телефоне. Очередную фотографию он открыл, задал мне вопрос, кто мне ее прислал, откуда она у меня. Я, естественно, не смог на это ответить. Он мне сказал, что он меня заставит это все вспомнить. Командовал меня вести за собой. Меня посадили в машину сопровождения Toyota Camry черного цвета 086 95 регион. И уехали на территорию правительственного
жилищного комплекса по улице Гаражная, 10. Там у здания администрации главы правительства в машине просидел тоже приблизительно час. Меня отвезли на территории этого же комплекса. Есть частный дом, коттедж такой, этажа 2. Как я понял, это был дом, в котором живет Кадыров Ислам. Меня завели в этот дом, там мы сели на кухню. Ислам Кадыров задал мне вопрос, к какому течению я принадлежу. Я сказал, что я не отношу себя ни к какому течению. Я мусульманин, суннит, я исповедую ислам суннитского толка, и я не взываю никому, кроме Всевышнего Аллаха. Я не приписываю себя никакому вирду. После чего он мне сказал, что того, что найдено в моем телефоне, и того, что я не приписываю себя никакому вирду, достаточно для того, чтобы меня убить, то он мне предлагает два варианта на выбор. Либо он меня сейчас отпускает, дает мне 3 дня для побега, обещает эти 3 дня меня не искать, но по истечении этого дневного срока он меня найдет и убьет, либо он соберет представителей духовенства, пригласит меня, и эти представители духовенства разъяснят мне заблуждения в религиозном и в политическом плане и вернут меня, так сказать, на путь истины. То есть беседа должна была быть в таком сугубо разъяснительном характере. Если бы он мне не дал этого понять, я, естественно, не выбрал бы этот второй вариант. Я сказал, конечно, я хочу второй вариант. На этом мы разошлись. Меня отпустили, мне отдали машину. Вторая встреча произошла 7 ноября. Ислам Кадыров пригласил сначала Хитараева Магомеда, который является кадием города Грозного и помощником главы республики. Чуть позже подъехал Шахидов Адам, который является советником главы республики по религиозным вопросам. Беседа с самого начала сразу же пошла ни в каком не в разъяснительном характере. Ислам в своей вступительной речи дал ясно понять, что я являюсь задержанным, что он меня задержал как представителя ваххабизма. У него есть группа, они где-то собираются. Всех их мы привезем главе республики, и то, что он скажет с ними делать, то мы с ними не сделаем. Потом присоединился там и Шахидов, вставляя меня Шахидову, Хитараев сказал, что я представитель самого грязного ваххабизма, что я самый ярый их последователь, и что я самый ярый ненавистник действующей власти республики, что у меня в крови ненависть к ним, что я просто неисправим. Звучит как приговор в данном случае, получается? Да, это было на самом деле как приговор. Все время общение наше длилось приблизительно 8 часов. Чего они от вас ожидали? Вы должны были раскаяться или все-таки они вас хотели выжить? Что вы поняли из всего этого действия, в которое вы были вовлечены? Я абсолютно уверен, что конечным итогом всей этой операции, так сказать, было то, что нужно было собрать побольше людей, якобы представителей ваххабизма, чтобы это выглядело как секта. Показать по телевизору и сделать некий репортаж, где Кадыров, глава республики, нас будет либо отчитывать там, либо он нас простит. В свою очередь, это будет такой, так сказать, результат для Кадырова Ислама. То есть это будет операция, которую он сделал, это даст ему некие политические дивиденды в глазах главы республики. В моем телефоне была фотография с 2 моими друзьями, которые тоже носили бороды. Они потребовали сказать номера телефонов этих друзей. Я назвал эти номера, они были сразу привезены на эту встречу. И вот вместе с ними уже, я не знаю, может быть, чуть ранее, и прямо вместе с ними приехал и заместитель министра внутренних дел, глава полиции Чеченской Республики Артей Алаудинов. Сначала нас допрашивали в разных комнатах, потом нас уже собрали в одной комнате. Нам очень сильно угрожали пытками, убийствами, чем только не угрожали. Разговор был очень тяжелый. Все это время ходил за спиной человек с полипропиленовой трубой, который просил оставить его с нами наедине там, на 10 минут. Он выбьет из нас всю правду. Описывались там все эти пытки прям досконально. Затем уже под конец разговора Алаудинов предложил, давайте, мол, если у вас есть, а мы знаем, что есть еще люди, которые принадлежат к вашей секте, давайте мы вам дадим шанс, отпустим вас, вы приведете всех этих членов своей секты, и потом мы с вами снова проведем беседу, поведем вас к главе республики, что он скажет, мы то с вами и сделаем. Для меня это был шанс для того, чтобы выйти оттуда. Я согласился на это. Где-то около 2 часов ночи нас отпустили. В 9 часов утра 8 ноября я сначала жену с детьми, потом мать с младшим братом, и уже последний я сам. Мы покинули страну, уехали в Грузию. Моего двоюродного брата, которого я посетил перед тем, как уехать из страны, и забрали, заставили написать бумаги, что я уехал в Сирию для участия там в боевых действиях на стороне ИГИЛ. После Нового года я узнал, что уголовное дело возбуждено по статье 208 части 2 участие в незаконно вооруженных формированиях, это дело не страны, интересов противоречащих Российской Федерации. Я был в розыске, уже федеральном. Я начал действовать, защищать свои права. Я обратился в прокуратуру Российской Федерации письмом, где я изложил все детально.
Письмо переправлено в прокуратуру Чеченской Республики, оно зарегистрировано, имеет исходящий номер. А я обратился в различные СМИ, я нахожусь в Грузии, чтобы это было установлено через СМИ. Сейчас я собираюсь нанять адвоката, который будет представлять мои интересы. Вот как вы сами думаете, почему они теперь ищут, к чему придраться, к бороде, там, как одеты, к девушкам, вот они тоже отнимают телефоны. У них боевики закончились, им надо цифры рисовать, задержанных, или вот как в сталинские времена раскрывать всякие заговоры, или они просто не могут уже остановиться? Я уверен, что на простых граждан республики переключаются именно тогда, когда действительно заканчиваются преступники, и когда этих людей нету, нужно показывать какие-то результаты, они начинают работать над простыми людьми и делать из них этих преступников. Я все-таки склонен думать, что это откуда-то сверху идет указание на это. Но, возможно, это и не так, возможно, я ошибаюсь. Рассказывал гость недели Тумсо Абдурахманов. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова. 30-летний заместитель генерального